они прибудут, разыграйте страх. Не соглашайтесь выслушать их сразу. Вы появитесь с требником в руках и между двумя священниками встаньте. А я создам из этого легенду, что вы святой. Сыграйте роль девицы, твердя «нет-нет», берите, что дают. Екі поптың ортасында тұра қаласыз. Енді сізді патша боламыз деп сұрап қалса жоқ деп. Соң қиямыз ондайды. Қалғанын мен сізге айта қалған бет бойы білмедіңіз. Короля делает слуги. Ведь Ричарда Ричардом делает Бекингем. И вот задумался, в чем же его современность, актуальность? Бекингем Ричарда поднимает до такой высоты, и когда он достигает, он хочет убрать Бекингем Ричард. И вот сила актера, сила художника, сила творческого человека, он все время в биении, которое происходит в обществе. Грехи Хрущева вспоминают, поскольку на элиту прежнюю помоев нынче выливают, за взятки делали удачи, во славословие южи и переделки и дачи. И книг не будет. Такое гнусное предательство. Теперь они... В наше слишком насыщенное время вопросы дружбы и вопросы противостояния стали во весь рост. И в это время искусство любого народа, любой республики и его, так сказать, корневая система чрезвычайно существенна и важна. Я не так часто бывал в Киргизии, и не могу сказать, что я знаю или почувствовал дух, что ли, или своеобразие киргизского народа. И вот когда я посмотрел «Прощай, Гульсары Танабай» в исполнении Арсена, я как бы увидел целый народ, увидел его достоинство, увидел его умение противостоять трудностям, увидел его доброту, увидел его сердечность, увидел его непреклонность, увидел его ценность как выверенное веками человеческое общежитие. Короче говоря, благо, когда народ имеет своих певцов, своих выразителей. И вот Арсен – один из выразителей своего народа. Да, Танабай, Танабай. Это была моя вторая молодость. Тарт! Вот он тут мадыну! Тарт! Вот жам сырап тарт! Тарт! Ой! Молда қол тарт қындай! Тарт! Когда я остался на улице, даже многие не верили. Но как это, говорит, можно артиста выгнать с театра? Жүгінді қалмағыла! Тарт! И вот тогда я обратился к Чингису. Хорошие друзья сказали, надо, говорит, обратиться к творчеству Чингиса. А так в моей жизни появился Танабай. Ойдан ұстағаныздар. Бір отырам. Су сағатасың. Түсін отырам.
откуда это я взял? Дед мой, когда отец у меня умер, я у него был пастухом, я видел, как это украшали. Вот несколько периодов, пока лошадь. Вот, и вдруг потащил его лошадь, вот так вот, тащит, вот так вот идет, и раз, вот так вот, и вот потом вот так. И вот так вот. Понимаете? Вот это я вспомнил, когда работал над спектаклем. Вот насчет веревки, да, сколько периодов. Первый раз, когда держат лошадь, ее надо приучить. А второй раз, когда уже оденут уздечку, ну это совсем другое. Тогда, когда уже лошадь вообще не губы или там рот не подает, но когда одел, он еще вздыбается. И вот тогда его объезжают, вот оденут уздечку. И вот объезжают, скачет, не знаю, километры 10, до тех пор, пока лошадь сам уже. А потом уже, когда лошадь пришел, немножко отихомирился, и вот потихоньку. Удивительно. Вот бывает же в творческой жизни артиста судьба роли похожа на твою судьбу. И вот самое интересное то обстоятельство, что сегодня действительно у нас королевский спектакль. К нам из Киргизии приехал удивительный артист, другого слова нет, наш друг большой, Асамбек, Арсен. Во-первых, я его боюсь, что он на спектакле, потому что он действительно для всех, для нас представляет короля сцены. Я был в городе Фрунзе и просто был удивлен, подавлен его страшным, огромным, взрывным темпераментом, когда совершенно даже не понимал, откуда, что это Танабай, «Прощай, Гульсари» Чингиза Айтматова. Это что-то было такое, что весь зал был просто наэлектризован его темпераментом, его человечностью. И здесь, в Москве, когда театр был на гастролях, я с нежностью и с удивлением увидел его в Чехове. Он играл то, что играю, сейчас репетирую я, это в «Вишневом саде» Гаева. Как просто, как замечательно он жил в этой роли, как он был непосредствен. Казалось бы, совсем другая, так сказать, национальность. И тем не менее, он ухватил дух чеховского героя. Вы знаете, если нашему обществу не суждено погибнуть, то она погибнет не то, что у нас нет мыла или там очередь. Она погибнет от черной зависти. Потому что мы потеряли ценность, человечность, милосердие, но самое страшное — духовность. Вот сейчас я сижу в роли Гаева. Долго я не мог понять, что это за человек. И вот предреволюционный период. И от того, что он воспитан в таком обществе, и появляется другое общество, он не может принять, понимаете? Он не готов к этому. И сама природа, сама диалектика губит его. И вот я все время старался найти вот эту струнку. Понимаешь, вот дружба, она ведь не пропадает. Да. И то, что мы с тобою там в песках страдали, все это не прошло тоже даром. До сих пор ведь жив фильм. Что, это же классика. Нет, я очень доволен той работой. Она была первая у меня и первая у тебя. Ну, да. Ну что, вчерашний чабан, почтальон, пастух, ремесленник, в мир кино. Если не вы, Бог его знает. Я попал бы в кино, не попал. Это трудная штука. Я думаю, что все равно попал бы. Понимаешь, это у тебя было написано на судьбе. И я ведь вот в молодости метался и вправо, и влево, и врачом хотел быть. А все равно к этой гавани приплыл совершенно закономерно. Ну вот, если поправлюсь малость, конечно, я начну и ездить, и снимать. Я просто очень рад твоим успехам. Только ты вот малость стал лысоват и седоват. Но ведь время как ветер, оно сдувает с нас листочки,
и остаемся мы лысыми. О чем они шепчутся? Ваше превосходительство, они вас хвалят. Вас хвалят. Все что? Что такое? Сутрала болғанда баяғы. Көкпір тартып қон өзін төледі. Ваше превосходительство, они спорят о своих недостатках. О недостатках? Говорить можно? Начинай. Эми, урматтуулук, Hazreti Teremiz başta yerini buyruk kıldı. Искусство не логикой воздействует на человека, ведь правда? И как-то не впрямую там учит ли или каким-то образом его воспитывает, а именно, так сказать, на эмоциональную его сферу, что ли. Правда? А все вот сейчас национальные вспышки, так сказать, они, по-моему, иррациональны. Они из этой области, и поэтому, но я думаю, что в определенном вот таком состоянии людям даже и не до искусства. Кто сейчас пойдет в театр или что-то будет смотреть в такие ожесточенные моменты? Ты понимаешь, что это сейчас может быть главное в нашем бессовестном мире? Говорить все время о том, что все-таки у человека, как говорится, самое... Никуда не деться ему от этого, что совесть надо иметь, грубо говоря. Ну, миленький мой, это сейчас наше главное дело. Жетімменен жесірді қарабадың бешқаман, жетісініп жартыны санабадың бешқаман, жеп ішкенмен барышқан, ой, ұшы қарабадың бешқаман. О чем он поет? Ваше превосходительство, он поет о мире. Қармасаң үйоқат қойбай таларсың, қаңқорлығың қармаса, ұшы өттіріп қанын жаларсың. Күнгі өтереге түсті түрі жеңді! Это вы виноваты во всем, голодранцы! Я вас... Взять его! Gördün mü? Ел senin sözün емес, тоқтоғы менен мырзаның сөзін оқып жатады. Елді сен басқармайды, тоқтоғы менен мырза басқарып жатады. Такие певцы гораздо опаснее толпы. Начиная серьезное, нужно прежде всего голову иметь. Ульянов, Смоктуновский, Тюхрай, Ефремов, Айтматов и всю жизнь
что главное в ней. Мен өзім Асыкөлдің жиегінде балықшы деген шаарда төрөлгөм. Апам айтат, мен төрөлгөн күнү катуу шамал жана бороон болгон деп. Городок назывался Рыбачий. На берегу Иссык-Куля я и родился. Мать рассказывала, что в тот день дул сильный ветер и летела страшная пыль. Такой же порывистый холодный ветер вырывался с тонким присвистом в ночную пору, когда под тягостный вой волков Бастон заново вспоминал все пережитое. Ну что тебе надо от меня, Акбара? Я старался, но не получилось, Акбара. Ну поверь, не вышло. Да не вой ты больше! Нет здесь твоих волчат! Пропят они! И распроданы кто куда! Так уймись же ты! Сколько ты будешь карать нас? Апам айтат, мен килейген бактын түбүндө төрөлүп турмун. Кендигимди. Мать рассказывала еще, что родила меня под деревом и камнем перебила пуповину, соединявшую нас. Уходи. Уходи, Акбара. Я понимаю, тяжко тебе.
Ну уйди, исчезни. И не приведи Бог, чтоб ты попалась мне на глаза. Ну пристрелю тебя, несчастную. Апам мені көйнөгүн ороп үйгө алып келгенде өлдү го деп ойлоптур. Она принесла меня домой и думала, что я уже мертвый. Когда я вспоминаю о том, как, срывая ногти, лез я в ту ледяную пропасть, и как звал Эрназара, и как плакал один-одинешенек в беспощадных горах. Когда я думаю о том, как эта пьяная тварь, что похитила твоих детенышей, не хочется жить. Совсем не хочется жить. И не стал бы я жить, если бы не малыш. Бағым бар екен, ажалым жоқ екен. Но оказалось, пыль не попала. Спасла тоненькая пленка. Так что, можно сказать, в рубашке родился.